майор, батальон военной полиции со специальной задач прибыл командир батальона подполковник Гурьев. Несколько сотен человек собрались на плацу воинской части в Троицкой. Вернувшийся домой батальон военной полиции Южного военного округа с честью выполнил свои задачи. Охрана важных объектов группировки российских войск, обеспечение правопорядка и безопасности местных жителей, сопровождение гуманитарных колонн. Это не все задачи, что выполняли военные. Не просто задача, это миссия. Миссия ваша, которая возникла по инициативе Верховного главнокомандующего Вооруженным силам Российской Федерации Владимира Путина. И, конечно, министр обороны Сергей Кужегетович. И мне приятно сегодня слышать, именно в том числе и со слов руководителей ваших, начальников, что вы достойно выполнили задачу, что вы не подвели республику, не подвели своих родных и близких. Среди встречающих представителей Минобороны России, руководство Ингушетии, общественные и ветеранские организации и юноармейцы. Начальник управления военной полиции Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Ивановский в своем выступлении отметил значимость вклада, что внес батальон в установление мира на территории Сирийской Арабской Республики. Мы в очередной раз встречаем военнослужащих батальона военной полиции 19-й отдельной мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, с честью и достоинством выполнивших поставленные перед ними боевые и специальные задачи Сирийской Арабской Республики в ходе проведения гуманитарных акций, обеспечения экономических интересов Российской Федерации. Одной из сложнейших и, конечно же, важнейших задач стало обеспечение вывода мирных граждан, боевиков на занятых террористами районов Восточной Гуты. Всего выведено около 130 тысяч населения. А глава Ингушетии Юнузбек Евкуров отметил, быть военным – это большая ответственность, и поэтому пройти путь от простого рядового до генерала будет сложно, но вполне возможно при ответственном подходе. Задача, которая нарисовалась по линии Восточной Гуты, она была внезапная, и таких провинций, ситуаций, в том числе Сирийской Арабской Республики, могут быть много. Поэтому не настраивайтесь на легкую жизнь. Это первое. Да, ваш руководитель только что сказал, что все на благо. Конечно, на благо страны, Родиной. Но я, как глава региона, должен вас настроить на месяц отдыха, и то большой долей вероятности. Почему? Потому что через 10 дней, через 15, через 20 дней может быть команда собраться. Поэтому надеюсь, что все на это готовы. В числе встречающих председатель Народного собрания Ингушетии Зелимхан Евлоев. Поблагодарив состав батальона от имени депутатов республики, он подчеркнул, насколько значима работа, которую выполнили бойцы в Сирийской Арабской Республике. Та оценка, которая была дана вам сегодня руководством, говорит о том, что вы достойно выполнили задачу, которая стояла перед вами. Сегодня в Сирийской Арабской Республике война. Вы помогали мирному населению этой страны приобрести мир. Исполняющий обязанности командующего 58-й армией Михаил Зусько поздравил личный состав и выразил надежду, что и в дальнейшем задачи, возложенные на бойцов, будут выполняться с той же ответственностью. Многие политики рассуждают, нужны вы там были, не нужны. Мы все с уверенностью сейчас подтверждаем, и весь мир с этим согласен. То, что сделал ваш батальон, то, что сделали остальные батальоны, это нужно. Это нужно в первую очередь в интересах нашего государства, в интересах сохранения Сирии как государства и в интересах развития нашего государства. В процессе выполнения задач, возложенных на батальон, немалую роль играла и религиозная составляющая. Полковым имамом, как его прозвали, для военнослужащих стал Аюб Гудантов. Для нас большая честь выполнять такие задачи, которые перед нами ставит наше командование. Я от себя лично, от лица батальона, хотел бы выразить благодарность
нашему командованию за данную возможность проявить себя во благо Родины. Каждый из этих ребят заслуживает самых высоких наград, отмечают собравшиеся. Ведомственные и государственные грамоты и медали вручаются главой Ингушетии и начальником управления военной полиции Минобороны России. Не забыл глава Ингушетии и семью Рамазана Героева, нашего соотечественника, что разбился в самолете недавно на территории Сирийской Арабской Республики. Семье Рамазана вручили ключи от трехкомнатной квартиры. В завершении мероприятия весь батальон прошел торжественным маршем. Эти ребята, без сомнения, для защиты интересов нашей страны готовы отправиться в любую точку земли. Тамерлан Хамхоев, Рахман Цуров, Новости 24.